Невероятная история, произошедшая в августе 2014 года, когда трехлетняя Карина Чекитова потерялась в тайге и смогла выжить, никого не оставила равнодушным. Удивительная история спасения маленькой девочки в Якутии. Почти 2 недели ребенок совсем один провел в тайге. Маленькие ручонки цепко держат фляжку спасателя с теплым чаем и печенье. 12 суток 4-летняя Карина провела в тайге. Ее нашли в 10 километрах от родного села Олом. На площади у аэропорта установлена бронзовая скульптура «Девочка с собакой». Она посвящена мужеству и стойкости 4-летней Карины, которая выжила в тайге вместе со своей собакой Найдой. Несмотря на тот факт, что трехлетней малютке удалось выжить и одной продержаться 12 дней в диком лесу, можно назвать только чудом и большой удачей. Но в то же время эта история выступает ярким примером проявления стойкости человеческого духа и воли к жизни. Впоследствии чудесное спасение Карины послужило вдохновением для многих деятелей искусства. Так была написана книга «Карина. 12 дней в тайге», посвященная этой маленькой, но такой сильной духом девочке Карине Чекитовой и ее собаке Найде, ставшей ее талисманом. На меня вышло национальное книжное издательство «Бичик». И они просто предложили мне вот такой проект написать о Карине, потому что тогда даже еще года не прошло. И тогда это все было очень остро. И вообще-то какой год ее только нашли. Она была в медцентре, и вот поступило такое предложение написать о ней. Сроки были такие сжатые, но мне было писать ее очень интересно. Дело в том, что Карина, она сама необычный ребенок. Сложно представить какого-то урбанизированного городского ребенка вот в такой среде. Получается, попав в такую среду, практически любой, наверное, городской ребенок, он бы там плакал, лежал, плакал, и в конце концов это бы привело к летальному исходу. Да. Вот. А меня просто поразило, что совсем маленький ребенок, она знала, что наступит ночь. Она не просто ждала ее, да, она готовила себе постель, она рвала траву, она выбирала место для того, чтобы ночевать. И она к ней максимально готовилась. Не просто ее ждала, да, но готовилась. Карина выжила еще благодаря и собаке. Потому что такого маленького ребенка разницы-то большой нет. Человек это или животное. А обязательно нужно было, чтобы рядом была живая душа. И вот эта собака Найда, она играла роль этой живой души, которая как-то помогала ей. Она и грела, наверное, ее. Они спали вместе, обнявшись. Она давала ей свое тепло, потому что было достаточно холодно. Но я думаю, что во многом Карина спаслась и благодаря собаке. Сейчас Карина, она символ жизнестойкости, наверное, и надежда для всех, кто потерялся. Сегодня Карина учится в балетной школе и живет в городе Якутске. Если дети обычно в школе учатся с 8 до обеда, то у нас с 8 до 5 вечера, потому что очень много занятий уже конкретно профессиональных. Это и танцы, это и хореография, это и балет. Это целая огромная работа. И вот за эти 2 месяца я чувствую, что она намного выросла. Она уже показывает, демонстрирует свое искусство. И у них был концерт. Они показали, чему они научились. И вообще детки, которые пришли, простые детки, они уже входят на сцену, прямо как настоящие балерины. Эта необыкновенная история воодушевила творческих натур на создание проекта «Лаки Лайка» ювелирных изделий. На создание коллекции ювелирных изделий нас вдохновила необыкновенная история Карины Чекитовой. Девочка, когда ей было 3 года и 7 месяцев, 12 дней блуждала в тайге и выжила в том числе благодаря своему щенку Найде, которая была ей спутником, другом, собеседником, которая помогала, которая согревала ее ночами. И мы решили сделать символ нашей дружбы, человека и собаки, символ оберег в виде якутской лайки. Почему мы именно решили выбрать серебро? Потому что серебро издревле для народа Саха является чистым металлом, и народ Саха верит, что серебро охраняет нас от злых духов. Так как грядет год собаки,
Мы решили показать всему миру, что наша якутская лайка самая самоотверженная, самая верная и самая надежная собака. Каждый из нас в преддверии Нового года верит в чудо. И теперь это чудо можно будет подарить. Мы разработали такой продукт, который подарил бы вашим любимым людям этот маленький кусочек чуда. Карина является олицетворением стойкости и силы духа народа Саха, а ее щенок – символом верности и дружбы. История Карины и ее щенка вдохновила авторов проекта на создание ювелирной продукции под брендом Lucky Laika. В качестве центральной фигуры коллекции был выбран образ щенка якутской лайки. Собаки данной породы издревле являлись неотъемлемой частью жизни в суровых условиях севера. Главными достоинствами якутской лайки являются выносливость и преданность, благодаря чему они спасли сотни человеческих жизней. Но якутская лайка не только надежный защитник, но и ласковый друг, который всегда будет оберегать своего хозяина и не оставит его в трудную минуту. Коллекция Lucky Laika является признанием уникальности породы якутской лайки, а украшения из коллекции предназначены служить оберегом и приносить удачу.